Уйгурское движение организовало международную онлайн-конференцию «Женщины, ставшие объектом культурного разрушения и геноцида» по случаю Международного женского дня 8 марта. На конференции, в которой приняли участие женщины-парламентарии, эксперты и активистки из разных уголков мира и национальностей, они высказали свое мнение по таким вопросам, как коллективное угнетение женщин, неправильные представления людей о женской свободе и важности защиты прав женщин во всем мире. Сообщается, что имам казахского происхождения умер в концентрационном лагере в Восточном Туркестане в Китае. По сообщению радио «Свободная Европа», 61-летний имам Багатхан Мирзан, приговоренный в 2018 году к 14 годам лишения свободы за участие в религиозном мероприятии, скончался в концлагерях в Восточном Туркестане. По словам родственников Мирзана, было известно, что умерший в китайской тюрьме казахский имам боролся с проблемами со здоровьем. Родственники неоднократно просили поддерживаемые Китаем власти Восточного Туркестана освободить Мирзана из его болезни, однако эти просьбы были отклонены. Утверждение о том, что администрация Пекина запугивала китайских граждан, создавая полицейские участки в США, обсуждалось в Палате представителей. На заседании, организованном подкомитетом по внутренней безопасности Палаты представителей, на котором обсуждались угрозы Китая национальной безопасности США, бывший директор управления контрразведки национальной разведки США Уильям Эванин, солдат Института Митчелла Джозеф Гуастелло, директор службы проекта аэрокосмической безопасности Кари Бинген и Тайлер Йост из Университета Брауна ответили на вопросы законодателей. Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и взаимном открытии посольств через 7 лет. Соглашение было достигнуто по итогам переговоров в Китае. Две страны разорвали дипломатические отношения в 2016 году после казни шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра в Рияде и нападения на посольство Саудовской Аравии в Иране. После вчерашних выборов нового премьер-министра сегодня определились члены Госсовета, которые выполняют функции Кабинета министров. Государственный совет под представительством премьер-министра Ли был утвержден путем голосования по списку из 31 члена Госсовета, в который входят 4 заместителя премьер-министра, 5 государственных министров, а также главы министров, комиссий и подведомственных органов.